Осенние каникулы для учащихся первых-четвертых классов региона продлены еще на 1 неделю до 16 ноября. Несовершеннолетним запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей. Меры вынужденные. В Минобрнауки информируют, у 135 педагогов региона подтвержден COVID-19. Но необходимости переводить всех школьников на дистанционку нет. Репортаж Амины Боковой. 26 октября коридоры во всех школах республики опустели. Дети ушли на осенние каникулы. Если 1 ноября старшеклассники вернулись за парты, то учащиеся младшего звена до сих пор остаются дома. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов принял решение продлить каникулы для учащихся младших классов в связи с распространением коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в республике 135 педагогов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Но закрывать на карантин школы или продлевать каникулы ученикам средних и старших классов нет необходимости, поясняют в Минобре региона. Эпидемиологическая ситуация пока позволяет проводить уроки в привычном режиме, но с соблюдением всех мер предосторожности. Особенно это касается учеников начальных классов и учителей старше 50 лет. Они в зоне риска. Дети именно этого возраста, согласно статистическим данным, являются особо скрытыми носителями вирусных инфекций. И в период начала осенне-зимнего периода они могут являться попадать в риски размножения данной инфекции. Это во-первых. А во-вторых, именно контингент учителей, которые преподают в начальной школе у нас, как правило, они относятся к старшей возрастной группе преподавателей и тоже попадают в такую зону риска. И эти меры были применены с той целью, чтобы максимально ограничить распространение коронавирусной инфекции среди нашего населения. В школах, в которых зафиксированы случаи заболевания, сразу приняли ограничительные меры для защиты учащихся. Так, ранее 15 классов перевели на дистанционку. После 2 недель самоизоляции 14 возобновили очный процесс. Еще 1 класс готовится к завершению онлайн-обучения в связи с отсутствием подтвержденных диагнозов у ребят и педагогов. Итоговое сочинение «Допуск к ЕГЭ», которое школьники напишут 2 декабря по всей стране, в Ингушетии также пройдет в привычном формате. 2 декабря в очном формате с соблюдением всех мер противоэпидемиологической ситуации, с соблюдением социальной дистанции, масочного режима будет проведен этот экзамен, допуск, итоговое сочинение во всех пунктах проведения единого госэкзамена на территории Республики Ингушетия. Если раньше мы выборочно проводили итоговое сочинение в нескольких пунктах, в этом году планируется задействовать все пункты, где есть прямое видеонаблюдение, для того, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Во всех учебных заведениях республики соблюдаются меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Педагоги носят маски, соблюдают социальную дистанцию. Помещения в лицее своевременно обрабатываются специальным раствором. В рекреациях стоят диспансеры с дезинфицирующим средством. Классы снабжены дезинфицирующими средствами, чтобы дети могли мыть руки. Вы видите, что дверные ручки у нас тоже своевременно обрабатываются дезинфицирующим средством. Таким образом мы стараемся обезопасить от вирусов педагогов и учащихся. Сразу после публикации указа главы республики о продлении каникул в социальных сетях разгорелись споры. Некоторые жители уверены, что детей отправили на длительные каникулы из-за отсутствия денег на горячее питание. С 1 сентября в Республике Ингушетия 100% охват был обеспечен горячим питанием. Мы в числе тех регионов, которые без сбоев осуществляли данную программу. И дело в том, что никакого отношения к продлению каникул, обеспечение горячим питанием, либо наличие или отсутствие средств не имеет. Из федерального бюджета на проведение данного мероприятия выделено 53 миллиона для 45 учреждений, которые имеют полное соответствие с санитарным правилам и нормам. На остальные учреждения, которые сейчас на стадии оснащения, комплектования оборудованием находятся у нас, там выделены местного бюджета средства в размере 117 миллионов.
Согласно указу главы региона, до конца ноября всем несовершеннолетним жителям также запрещено находиться в местах массового скопления людей без родителей и законных представителей. Напомню, 22 октября в Ингушетии был введен режим повышенной готовности. До 1 декабря запрещено проведение массовых мероприятий. Также рекомендовано перевести на дистанционную форму работы всех лиц в возрасте 65 лет и старше. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.